предки занимались, понимаете, математикой, они знали, что такое физика, химия. И, естественно, они занимались астрономией. А медицина у нас была на высшем уровне. Я как-нибудь специально сделаю ролики, на каком уровне у нас, у нахов была медицина. Понимаете? Они знали, что такое треугольник Сierpinского. Они знали, что такое гексагон. Самое, что значит, вот я вам сейчас вот этот, вот, видите, да, вот треугольник Сierpinского, ну вон там квадрат там и так далее. Наши предки знали, что это такое, понимаете? То есть они знали, что гексагон состоит из треугольника, что треугольник это самое совершенство само по себе, а шестигранник это, как говорится, я его буду сейчас называть гексагоном, тоже совершенство. Естественно, имеет особое место среди фигур. Каких? Вот эта фигура, правильно? Для тех, я это говорю для тех, кто задает вопрос, что вот эта фигура, понимаете? Среди всех этих фигур гексагон имеет особое влияние. Понимаете? А лабиринт имеет инь-ян, скажем. То есть это начало и конец. Это переход из одной фигуры в другую. Это смена одного состояния другим. Это так просто, как измена нашего настроения. Тут хорошее настроение, чуть-чуть время прошло, какой-то рассказ, что-то вспомнил или увидел какой-то сон, плохое настроение, или давление поднимается, опускается, естественно, когда у тебя опять плохое, вот, свет, мрак, холод, тепло, то есть вот то состояние, которым ты оказываешь, то, что рядом общается с нами, но, уверяю вас, без подготовки, без учителя не проводить эти эксперименты, есть опасность заболеть. То есть не забывайте Коран. Минал джиннати ван нас. Вот этот аят не забывайте. Вот эти аяты обязательно должны присутствовать, они должны быть в голове. То есть без учителя не делайте эти эксперименты. Или какого-то врача возьмите с собой. Или посоветуйтесь где-то. А так, если будет интересно, мы эту тему разовьем, сделаем специальные походы туда, понимаете? То есть среди нас будет врач, среди нас будет историк, среди нас будет этнограф, среди нас будет, как говорится, вот как я забыл некоторые термины вот этих врачей, ну несколько врачей с нами будет. И будет человек, который чувствует аномальные явления, понимаете? И будет человек, который знает смысл Корана, изучает на научном плане, на научном уровне, я имею в виду, как, допустим, Куруев. Ну, я других не знаю, я с ним общаюсь иногда. Мне нравится очень, как он научно подходит к трактованию любого аята, понимаете? Очень просто. Во всем должны быть учителя. Как в спорте. Без хатха-йогов ты же не будешь заниматься, без знаний хатха-йогов ты же не будешь заниматься карате и другими там видами контактного боя. Ну, конечно, ты можешь заниматься, но ты из себя сделаешь урода. То есть без того, как пока не поставишь дыхание, наносишь вред себе. То же самое и здесь. Я уверяю вас, что это не сказки. Нахи правильно было бы сказать, с 1905 года, так правильно было сказать, было обязательное обучение всех, поголовно, женщин и детей, понимаете? Как перс был наложен, как вот 5 молитв на нас Всевышним наложено, что мы должны молиться, персдин. И сан персдин тедельн головой наган,
чтобы они занимались наукой. Но после, как Таусот уже сделал хиджрат, это все сняли, оставили добро. Кто хочет занимается, кто не хочет не занимается. Но Йомул Бихази Кучуловский, Шатайпан Елхоровош, он до 1027 года воспитывал оляев и занимался этой наукой. То есть они владели передвижением в пространстве. Но там медитация была на высшем уровне, понимаете? И после этого, как говорится, говорят, ворота, иные миры закрыты. И никакой анаверба их не откроет. И никто их не найдет. Понимаете? Ну, как вам сказать, пока время не пройдет. В интернете там вы найдете и другие рисунки фигур. Вы увидите, что элементарно, вот, допустим, что делают пчелы. Они делают шестигранные ули свои. А хотя раньше, они говорят, делали круглые ули. Вот, они выбрали форму шестигранные. Вот. Пирамиды треугольные. Основание квадрат. Сам квадрат из 4 треугольников состоит. Все совершенные крепления строений из треугольников. Гексагон тоже из треугольника, шестиугольная. На выставленных изображениях вы видите вихровые вот эти, на планетах я пытаюсь показать, там вы посмотрите в интернете, тоже 6 точек, понимаете? Это то, что видят наши астрономы сегодня через свои инструменты. Эти круги, планеты, Вселенную, наши предки видели через свои инструменты, понимаете? А вот какие у них были инструменты, это уже другой вопрос. Элементарно это видели наши оляи. А они работали, у них даже, они владели свободным передвижением в пространстве. И никаким, как я уже сказал, Хиггсу тоже далеко до них, хотя он будет копаться своим бозоном, вот, будет стараться овладеть свободным передвижением в пространстве, как он говорит. Но я не знаю, если он, как говорится, примет ислам, может у него что-то получится. Но так, я думаю, ничего у него не получится. Если даже получится, он сразу же поймет, в чем дело, и перестроит свои эти, как его, коллайдеры на другое. Или откажет от своей идеи. Вот. Хотя он же знает, что такое гексагон. Он знает. Но пока я на этом остановлюсь, вот, уже ролик надо будет на 2 части разделить, в любом случае я уже заговорился. Вот. Если вам будет интересно, мы продолжим эту тему, будем обсуждать, как говорится, изучать это все. А так, что зря время и энергии тратить, лучше я этюд какой-нибудь напишу фантастический своими мыслями. Может, кому-то когда-нибудь и понадобится. Так что до свидания, до новых встреч. Пишите, комментируйте, высказывайте свои мнения. Будем работать.